Геннадий Хазанов сегодня посетил Казань. Вместе с ним приехал его звездный актерский состав. Труппа почти в полном составе сменила московскую сцену на сцену Татарского театра Камала. В Казани сыграют 5 спектаклей. Билеты поступили в продажу еще в начале года и раскупили их в считанные дни. Но прежде чем шутить для зрителя, Геннадий Хазанов, Анна Большова и Леонид Трушкин встретились с журналистами. На встрече побывала и наш корреспондент Любовь Хроменкова. Неужели вы думаете, что журналисты могут что-нибудь придумать? Зачем придумывать, если «я хочу жить в Казани» было чуть ли не первое, что сказал Геннадий Хазанов, сойдя с поезда. И полностью за эти слова ответил на пресс-конференции. Тем более, перед отъездом из Москвы он встретился с Ралифом Сафиным. Это крупный бизнесмен. Но больше известен как отец Алсу. Будучи башкиром по национальности, он сказал: я тебя завидую. Это сегодня, пожалуй, единственное место на всем пространстве Российской Федерации, где реально видно и ощущается изменение, и где видно, зачем работает руководство. Но если так хорошо все, чего же не жить здесь? Согласилась с тем, что город изменился и радушно принимает гостей, и Анна Большова. Говорит, всегда рада, если в гастрольный график входит Казань. И когда ты знаешь, что есть Казань, все равно возникают какие-то ассоциации, такие абсолютно на уровне настроения, на уровне каких-то эмоций. Сразу стоят перед глазами эти голубые купола, солнце, и это очень задает тон. И вот есть желанные города, куда хочется приезжать. Приехал сегодня и Леонид Трушкин. Именно его постановки будут играть в Казани в ближайшие дни. 5 спектаклей. Крутые виражи, ужин с дураком, морковка для императора. Все как у людей и забор. Последняя пьеса – премьера. К слову, по признанию Хазанова, это лучшее, что он видел за последнее время. Неловко вроде как заниматься такой неоплаченной рекламой. Но я очень рекомендую тем, кто будет слушать нашу пресс-конференцию, проявить интерес к этому спектаклю, потому что, мне кажется, это очень интересно и любопытно. Это те небольшие острова русского психологического театра, которые уже давно залиты реками и морями модернизма, попыток самовыражения. Сам же Леонид Трушкин больше слушал, чем говорил, чего и следовало ожидать. Вопросы журналисты в основном задавали Хазанову. Спросили о том, ходит ли он в театр. Как оказалось, крайне редко. Потому что я засыпаю, понимаю, что это не очень хорошо, но гаснет свет, и я в темноте спокойно включаю. Но это происходит, как правило, только тогда, когда со сцены ничего не несется в зал, и когда там это срабатывает организм, он как защита. Если с театром в качестве зрителя отношения выстраиваются сложные, то что касается спорта, тут дело обстоит иначе. Вот, например, визит в Казань сломал все планы на просмотр финального матча чемпионата мира по хоккею. Надежда на то, что в поезде по телевизору будет идти трансляция игры, разбилась вдребезги. Это Москва-Казань, фирменный поезд. Наверняка там будет телевизор, и мы посмотрим финал. Но подошли, я задал вопрос. Человек, который услышал мой вопрос, посмотрел на меня с сожалением и сказал: в этом вагоне нету. На что я сразу сказал: а мы не в этом, а вот в этом. Он сказал: а, вы в этом? Это другое дело, там тоже нет. Однако победный счет ему сообщили, едва закончилась игра. Тем временем пресс-конференция подошла к концу. Осталось подарить подарки. И первым их преподнес Рустем Валиахметов, директор музея социалистического быта. Традиционно тройной одеколон, ручка для дамы и учебник татарского языка, чтобы, приехав в следующий раз, лучше понимать местную речь. Я могу поделиться подарком и учебник татарского языка оставить себе, а тройной одеколон подарить ручку. Я вспомнил замечательный анекдот, как один мужик заходит и просит, значит, тройной и цветочный. Он говорит: берите 2 тройных. Он говорит: нет, у нас дамы будут. Любовь Хроменкова, Булат Сабиров. Новости на Первом городском.